алып келе. Учаланы қарағадан виз соқылы біткен. Везде соқылған да орнаға қойылған. Онда бір нәрсе стат отырмай, бірден общежитиелер тұрмай. Соқылғандарға кеткендер, соқылғандарға кеткендер. Не үшін шулады? Хәлді мен аптырайын. Ну, что хотим, еремде келіп соқтықтым демек. Дін против. Уже шым, тек бізді қорқытып отыралар. Мына отыра білейін, шым. Ол, конечно, мені ішімден етесек, конечно. Аңлай, шым. Но, оларды кешінің әрбірі қорқытып, бейгілер бүтіп болмай. Кем гарантия береді ташып кетмez. Полситте кетмez. Біздің бұқтыры бұл яғына баштады, қария баштады, бірінде қылыстарынан басыламайсың. Мен оны іштеп айтамын. Çünkü мен Бурыбайда болдым. Бурыбайда осы атырау жылдардың қария қарапады. Яғын болған уақытта қария тұрмықта қағалайды. Мен білмәңгіші июль айында барайын, қарайып таналыққа соға түштім. Bir arada düşmeyin anlaştılar mı? Sıkaydım bütün tiyeri baktı. Ses üretmedi, ses kap koltuğu gelip olmaz. Kadının başına düşmez, dikkemek var. Yine garanti verir ağrıda. Заканчиваете геологоразведку, да? Но потом вы пишете проект. Правильно я понял? Нет. Сначала мы проводим все виды изысканий. Ага. Гидрогеологических, гидрометеорологических, экологических, геодезических. И потом только составляется проект. Хорошо. Вот после составления проекта, я так понимаю, должно быть слушание среди жителей, чтобы либо да, либо нет. Правильно? Обязательно по проектным решениям, всем проектным решениям, мы обязаны представить проектную документацию на общественное слушание, где каждый житель может ознакомиться с этими техническими решениями, дать свои предложения, замечания, которые мы будем устранять, и до тех пор, пока замечаний не останется. После этого мы будем направлять проектную документацию на следующие виды экспертиз. Если во время вот этих слушаний большинство жителей Абзелиловского района, плюс там Магнитогорский, Баймакский район, наверное, Белорецкий, да, южная часть, если они будут против, то какой процент должен перевалить, чтобы вы сказали: хорошо, мы жители услышали, у вас есть 42-я статья Конституции Российской Федерации, вы все можете жить там в экологически чистой среде, мы откажемся. Вот какой процент должен быть? Есть конкретные цифры? Мы будем выполнять требования лицензии в соответствии с сроками. Вы сейчас провоцируете не только Абзелиловский район, а собираете. Прозвучало, сейчас все пишется на камеру, прозвучало, что вы собираете, планируете привлечь к этой работе и другие районы. Здесь мы в этом участвовать не будем. Я спрашиваю, потому что вот если карту посмотреть, да, Малый Кизил, который начинается примерно с Салава-Сафос, оно, если я правильно помню, да, то магнитогорские жители оттуда водозабор идет, с Малого Кизила. Да. Правильно. Эта же река, она плюс-минус там втекает в сторону Белорецкого района. Здесь я ничего сам не придумываю. Кизил дальше течет по Абзелиловскому району, потом он туда дальше идет. Почему я их привлекаю? Потому что это же, их же это тоже должно касаться, если они с этого, скажем так, бассейна реки Кизил живут. Вы за счет недостоверной информации пытаетесь распространить среди населения недостоверную информацию. Хорошо. Почему? Я вам пояснил, что ни Магнитка, ни все населенные пункты не питаются от этого устья. Там воды ничтожно мало. Речка питается на протяжении всего своего русла. Вот прошел километр, там пришло туда 10-15 ручьев, пришли дождевые воды. Прошел следующий, оно увеличилось.